Студенты Национального университета Одесская юридическая академия владеют всеми стилями плавания, самым сложным из которых является баттерфляй. Дмитрий Соловьев, будучи кандидатом в мастера спорта по плаванию, уже хорошо владел этим сложным стилем. Стиль баттерфляй сложный, потому что нужно достаточно большой промежуток времени отплавать, лишь бы научиться хотя бы основам баттерфляя. Там работают почти все группы мышц, в основном это руки и даже баттерфляй, то есть максимальная дистанция это 200 метров. В отличие от кроли, то есть в кроли максимальная дистанция 1500 метров. Как рассказала нам пловчиха Оксана Жученко, в данный момент студенты юракадемии готовятся к всеукраинской спартакиаде, где они будут представлять свой вуз. Я кандидат в мастера спорта. Мне буквально пару соток не хватает до мастера. Вот я плаваю, готовлюсь сейчас к чемпионату Украины, к кубку. Я собираюсь выполнить мастера. Мне очень нравится плавание, я занимаюсь уже целых 10 лет. Это часть моей жизни. Ну и оно мне помогает в учебе. Я плаваю за академию. У нас тренировки каждый день, по 2 раза. С юридической академии выступают за вуз по плаванию 5 студентов. Этому виду спорта все возрасты покорны. Уверена тренер по плаванию детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва Алла Тимофеева. Плавание полезно как маленьким детям, так и в любом возрасте. У нас есть опыт плавания беременных женщин, которые плавали до последнего, за неделю до родов оставляли плавание, рожали очень легко и здоровых полноценных детей. У нас есть опыт плавания инвалидов детей, которые тоже чувствуют себя намного лучше и могут легче разрабатываться суставы. И учим плавать те, кто боится воды в любом возрасте. У нас тоже есть опыт, когда пришел летчик, который летает на самолетах Су, военных самолетах, а боится воды. Мы его 3 месяца пытались оторвать от бортика, но он все-таки научился плавать. Кстати, плавание – это единственный вид спорта, который лучше всего готовит организм к холодам. При постоянных занятиях плаванием происходит закаливание организма, улучшается иммунитет, укрепляется также нервная система, спокойнее становится сон, повышается аппетит и общий тонус организма. Так что всем, кто хочет меньше болеть, советуем заниматься плаванием. Маргарита Маслова, служба детских новостей, проект «Рубикон».